Шохлапанбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 56-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Безжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Безжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Безжа, ставьте лайки, комментируйте видео. На сегодняшнем занятии у нас с вами два основных блока, которые мы с вами планируем пройти. Мы повторим некоторые правила чтения и затем познакомимся с фразами культуры речи. Итак, приступим, не будем откладывать, начнем с правил чтения. Давайте сначала вспомним уже по традиции, как сказать правила чтения на абазинском языке. Ахарывква рагабхаща. Ахарывква рагабхаща. Вот как мы говорим правила чтения на родном языке. Теперь давайте воспользуемся сразу возможностью, которая нам предоставилась, и обратим внимание на выделенные буквы. Давайте попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Начнем с буквы Х. Да? Вот мы видим в слове ахарывка выделенная буква Х. Давайте обратим на нее внимание и постараемся запомнить, что буква Х пишется как Х-палочка. Произносится она как в слове груша. Груша на абазинском языке Ха. Х, Ха. Следующая буква, которую мы с вами разберем, это буква К. Да? Ахарывка. Букву К с вами разберем. Итак, буква К пишется как КВ, произносится как К. Запоминаем мы произношение буквы К с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Крыша на абазинском языке К. Теперь перейдем к букве Г. Буква Г пишется как Г-палочка, и мы запоминаем ее произношение с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. А еще раз давайте обратим внимание на то, как пишется слово весна. Гапн, да? Обратим внимание на букву Г. Пишется она как Г-палочка. Следующая буква, которую мы с вами хотим разобрать, это буква Х. Ргабхаща. Букву Х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Х, хапщ. Х, хапщ. Обратите внимание на то, как пишется буква Х. Пишется она как Х, мягкий знак. Не Х читается, да, а Х. Приступим. Теперь вот первая группа слов, которую мы с вами сегодня хотим освоить. Значит, мы с вами сегодня отрабатываем произношение и чтение буквы Х. Посмотрите, как пишется буква Х. Она состоит из трех букв. Х, твердый знак, В. Давайте постараемся запомнить, что Х, твердый знак, В образует звук Х, как в слове хварп, гриб. Хва-хва, кривой. Хвашара, разбивать. Напомним себе, что у нас есть такое слово-подсказка, да, что мы запоминаем произношение буквы Х с помощью слова гриб. Хвар. А пока давайте еще раз прочитаем слова на слайде. Хварп, гриб. Хва-хва, кривой. Хвашара, разбивать. Хварп, гриб. Хва-хва, кривой. Хвашара, разбивать. Следующая группа слов на звук Х. Хвапира – плесневеть. Хда – шея. Хдз – пшено. Хвапира – плесневеть. Хда – шея. Хдз – пшено. Давайте еще раз обратим внимание на звук Х. Посмотрите, как он пишется.
Давайте постараемся запомнить, что звук Х пишется как Х, твердый знак В. Х, твердый знак В. Да? Произносится как Х, как в слове гриб. Х, хар. Вот как произносится. Обратите внимание на слово хдз, пшено. Помимо звука Х, здесь мы видим еще звук дз. Давайте обратим на него внимание тоже. Звук дз пишется как дз, да, состоит из двух согласных, читается как дз. Запоминаем мы произношение звука дз с помощью слова вода. Вода на абазинском языке дз. Дз. Давайте обратим еще раз внимание, еще раз сами себе напомним, что дз пишется как дз. А самое главное, сегодня мы проходим звук х. Этот звук пишется как х, твердый знак в. Давайте теперь еще раз постараемся отработать его правильное произношение и прочитаем слова на слайде. Хапира, плесневеть, худа, шея, хдз, пшено. Хапира, плесневеть, худа, шея, хдз, пшено. Итак, следующая группа слов. Хлапн – вечер, хмарга – игрушка, хмарра – игра. Хлапн – вечер, хмарга – игрушка, хмарра – игра. Еще раз обратим внимание на звук Х. Еще раз напомним сами себе, что звук Х пишется как Х, твердый знак В. Х, твердый знак В. Да? Произносится как Х, 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 хар, Х, хар. Давайте теперь еще раз прочитаем слова на слайде. Хлапн – вечер, хмарга – игрушка, хмарра – игра. Еще раз прочитаем. Хлапн – вечер, хмарга – игрушка, хмарра – игра. Вот мы с вами отработали произношение звука Х. Теперь переходим к следующей части нашего сегодняшнего занятия. У нас по плану культура речи. На абазинском культура речи ачажара, акультура. Да? Теперь обратим внимание на выделенные звуки в слове ачажара. Мы видим звук Ч. Давайте сразу обратим на него внимание и запомним, что звук Ч пишется как ЧВ. Да? Произносится он как в слове постель. Постель чарта. Ч, чарта. Далее мы видим звук Ж. Пишется звук Ж с помощью двух согласных Ж, В. Ж, В. Да? Запоминаем мы произношение звука Ж с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Ж. Звук Ж мы запоминаем с помощью слова корова. Ж. Приступим. Дзачия ауи. Кто это? Дзачия ауи. Кто это? Да? Как мы спросим, кто это на абазинском языке? Для этого мы задаем вопрос. Дзачия ауи. Теперь давайте обратим внимание на слово дзачия. Вот здесь мы видим звук Ч. Да? Обратим на него внимание. Постараемся запомнить его. Обратим внимание на то, как пишется этот звук. Пишется он как Ч, палочка, В. Да? Ч, палочка, В – это звук Ч. Произносится он как Ч, как в слове яблоко. Ч, ча. С помощью слова яблоко легко можно запомнить правильное произношение звука Ч. Зачия ауи. Кто это? Да? Ячия юхаз. Что ты сказал? Ячия юхаз. Что ты сказал? Теперь обратите внимание на выделенные буквы. Ячия юхаз. Что ты сказал?
Теперь обратим внимание на выделенные буквы. Буква Ч, да? Как пишется буква Ч? Как в слове яблоко, да? Ч, Ча. Буква Ч пишется как Ч, палочка, В. Ч, палочка, В. Следующая буква, которую мы с вами хотим разобрать на этом слайде, это буква Х. Посмотрите на слово юхаз, сказал, юхаз. Повторяйте за мной, старайтесь произносить правильно эти слова с новыми буквами. Чем больше у вас будет практики, тем легче будет развиваться произношение. Итак, звук Х. Обратите внимание на то, как он пишется. Пишется как Х, палочка, В. Да? Х, палочка, В. Запоминаем мы произношение звука Х с помощью слова трава. Трава на абазинском языке хра. Х, хра. Итак, теперь еще раз повторяем вопрос. Постараемся его уже самостоятельно прочитать, обращая внимание на выделенные буквы. Постараемся запоминать, то есть вспоминать, с помощью каких слов мы запоминаем правильное произношение этих букв. Давайте постараемся самостоятельно сейчас вместе прочитаем. Яджия юхаз. Яджия юхаз. Что ты сказал? Теперь тот же самый вопрос, но на этот раз мы адресуем его девушке, да, или женщине. Яджия ебхаз. Яджия ебхаз. Что ты сказала? Итак, еще раз обратим внимание на выделенные буквы. Еще раз посмотрите, звук Ч. Мы его уже встречали на сегодняшнем занятии. Но так как это не самый простой звук, давайте обратим на него дополнительное внимание. И постараемся запомнить, как он пишется. А пишется он как Ч, палочка, В. Ч, палочка, В. Да? И запоминаем мы произношение буквы Ч с помощью слова яблоко. Яблоко на абазинском языке Ча. Ч, Ча. Переходим теперь к слову ебхаз. Ебхаз. О чем нам говорят буквы в этом слове? Да? Смотрите, букву Х мы запоминаем с помощью слова трава. Х, хра. Да? Давайте еще раз обратим внимание на то, как правильно пишется эта буква. Это не самая простая буква, поэтому еще раз давайте посмотрим на нее и постараемся запомнить. Буква Х пишется как Х, палочка, В. Х, палочка, В. Х, хра. Да? Чем отличается вопрос, что ты сказала, да? Когда мы обращаемся к мужчине и когда мы обращаемся к женщине? Посмотрите. Ебхаз, здесь мы видим частичку Б. Она берется из личного местоимения. Да? Из местоимения бара. Ты по отношению к женщине. Яджия ебхаз. Что ты сказала? Теперь, как сказать «я не разобрал» или «я не разобрала»? Не услышали, да, непонятно вам было, что вам сказали. Игелсмаргат, игелсмаргат, игелсмаргат. Я не разобрал. Также может сказать, использовать эту конструкцию и девушка. И сказать я не разобрала. Здесь это без привязки к полу. И теперь давайте разберем выделенные буквы. Буква Г в слове игелсмаргат. Она пишется как Г мягкий знак, это легко предположить, да, даже зная только правила русского алфавита. Звук Г мы, тем не менее, используем такую подсказку. Звук Г мы запоминаем с помощью слова чабрец. Чабрец на абазинском языке ген. Г, ген. Теперь переходим к звуку Т. Звук Т, давайте обратим внимание на то, как он пишется, да? Пишется он как Т-палочка. Т-палочка образует звук Т. Запоминаем мы произношение звука Т с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Еще раз давайте прочитаем теперь эту фразу. Игелсмаргат. Я не разобрал. Или я не разобрала, что ты там говоришь, да?
Следующее предложение, например, вы хотите сказать, что я не понял, что ты имеешь в виду, или я не поняла, что ты говоришь, не услышала, ну, предположим, да, или не ясен смысл. Мы говорим «егяскунымвет», «егяскунымвет». Я не поняла. «Егяскунымвет». На первый взгляд, может быть, кажется, что слово такое длинное, сложное для произношения, но сейчас мы с вами разберем выделенные буквы, и нам станет гораздо проще. Начнем с буквы Г. Давайте вспомним, что букву Г мы запоминаем с помощью слова чебрец. Чебрец. Г, ген. Следующая буква это буква Г. Давайте попробуем ее правильно произнести. Г. И заодно обратим внимание, как она пишется. Г, палочка, да? Г. Мы ее запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. Переходим к следующей букве. Следующая буква это буква Г. Посмотрите, как она пишется. Она пишется как Г, В. Целых две согласных, а образуют один звук Г. Теперь запоминаем мы произношение буквы Г с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке Г. Г. Сердце. Следующий звук это звук Ж. Ж. Звук Ж мы с вами запоминаем с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке вяра. Ж. Вяра. Теперь давайте обратим внимание на то, как пишется звук Ж. Это не самый простой звук, да? Так что он стоит того, чтобы обратить на него дополнительное внимание. Звук Ж пишется как Г, палочка, В. Г, палочка, В образует звук Ж. Ж, жара. Дальше звук Т. Звук Т пишется как Т, палочка. Мы сегодня его уже проходили. Это не самый сложный звук. Я думаю, вы легко с ним справитесь. Мы его запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Т. Теперь, когда мы с вами разобрали все выделенные буквы, давайте теперь постараемся прочитать это длинное слово, которое переводится на русский целым предложением. Да, давайте теперь его постараемся правильно прочитать. У нас будет несколько попыток. Итак, приступим. Егясгнымвет. 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 Я не понял. Или я не поняла. Видите, когда мы разбиваем вот на такие простые этапы, такое длинное слово, да, когда разбираем каждое слово, каждую букву сложную, нам уже становится гораздо проще. Теперь давайте к следующей фразе перейдем. Ятахахст. Ятахахст. Скажи-ка еще раз. Или можно сказать, повтори еще раз. Да? Но смысл один и тот же. На абазинском мы говорим ятахахст. Еще раз давайте послушаем. Ятахахст. Здесь у нас две интересные буквы, которые мы сейчас с вами еще раз разберем. Кто уже их выучил, тот лишний раз сам себе напомнит, потому что повторение, как мы знаем, мать учения. Да? Чем чаще мы будем с вами напоминать себе о том, как правильно пишутся буквы родного алфавита, конечно, тем быстрее у нас пойдет прогресс в изучении родного языка, тем легче нам будет писать на родном языке и, соответственно, говорить. Итак, теперь мы с вами приступаем к букве Х. Сначала обратим внимание на то, как пишется буква Х. Пишется она как Х, палочка, В. Х, палочка, В. Читается как Х. Подсказка у нас в этом случае это слово трава. Х, хра. Х, хра. Звук Т, который пишется как Т-палочка, мы с вами уже видели на этом занятии. Уже легко нам наверняка вспомнить, с помощью какого слова мы запоминаем произношение этой буквы. Конечно, это слово сова. Сова на абазинском языке Т. Т. Разобрали выделенные буквы, теперь давайте еще раз прочитаем это предложение. Ятахахст. Ятахахст. Обратиться таким образом можно как к мужчине,
так и к девушке. Скажи-ка еще раз. Или повтори еще раз. Да? Следующая фраза, которую мы с вами разберем. Как спросить на абазинском, как задать вопрос, понял ли человек, о чем вы говорите. Яугунвюма. Яугунвюма. Это когда мы обращаемся к мужчине, да? Яугунвюма. Здесь мы что видим? Мы видим еще выделенные буквы. Давайте теперь обратим еще раз на них внимание и напомним сами себе те слова, с помощью которых мы запоминаем правильное произношение этих букв. Начнем с буквы Г. Пишется она как Г-палочка, да? А запоминаем мы с вами ее произношение с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. Следующий звук это звук Г. Пишется он как ГВ, да? Г, Г, В. А запоминаем мы его произношение с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке Г. Вот как легко запомнить произношение и написание слова, и написание буквы Г. Следующая буква, которую мы с вами сейчас разберем, это буква Ж. Обратите внимание на то, как пишется буква Ж. Пишется она как Г, палочка, В. Г, палочка, В. Произносится как Ж. Запоминаем мы ее произношение с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке жара. Ж, жара. Еще раз прочитаем это слово, да, эту фразу. Яугунвюма. Ты понял? Яугунвюма. Ты понял? Теперь, как мы спросим у девушки, поняла ли она, о чем речь? Ябгунвюма. То есть то же самое слово, отличается только буква Б. Видите, вот я, вот Б. Ябгунвюма. Если у мужчины мы спрашивали ягунвюма, да, там была У. Откуда берутся эти буквы, это отличие? Это все из местоимений, да? Если к мужчине мы обращаемся, мы говорим он, вара, да, то есть ты, вара, бара, это кто? Ты по отношению к девушке или к женщине. Эта частичка Б берется вот из местоимений. Теперь давайте еще раз напомним себе, с помощью каких слов мы запоминаем выделенные буквы. Итак, здесь мы не будем прям уж подробно, потому что мы только что их разобрали. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн, то есть Г, гапн, да? Звук Г мы запоминаем с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке Г. Звук Ж мы запоминаем с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке жара. Ж, жара. Еще раз давайте прочитаем теперь эту фразу. Как спросить на абазинском? Ты поняла? Ябгунвюма. Ябгунвюма. Да? Разобрались с этим. Как теперь спросить у группы лиц? Да? Поняли ли они, что вы хотели до них донести? Яшгунвюма. Яшгунвюма. То есть откуда берется этот звук ш? Да? То есть что мы сделали? Когда мы обращались к девушке, мы использовали частичку б из местоимения бара. Здесь что мы делаем? Мы эту частичку б меняем на частичку ш. Откуда берется частичка ш? Из местоимения шара. Вы, да? Теперь яшгунвюма. Вы поняли? Еще раз теперь обращаем внимание на выделенные буквы. Еще раз сейчас напомним себе, что букву Г, палочка, мы запоминаем с помощью слова гапн, гапн, весна. Звук Ш мы запоминаем с помощью слова олень, шарах. Да? Обратим внимание на то, что звук Ш пишется как шв, шарах. Звук Г мы с вами запоминаем с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке Г. И звук Ж пишется он как Г-палочка В. Еще раз обратим на него внимание, потому что он не самый простой. Его мы запоминаем с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке жара. Жара. Теперь еще раз прочитаем
эту фразу. Яшгунвюма. Вы поняли? Яшгунвюма. Вы поняли? Вот, очень хорошо. Теперь еще одна фраза. Ялургама. Тебе понятно? Это вот мы хотим спросить у мужчины, да? Тебе понятно? Ялургама. Еще раз прочитаем. Ялургама. Если мы хотим спросить то же самое у девушки, то мы скажем ялбергама. Ялбергама. Вот как мы спросим. Ялбергама. И как переводится эта фраза? Тебе понятно? Обращаясь к девушке или к женщине. Если мы хотим задать тот же самый вопрос группе людей, то мы говорим ялшергама. Ялшергама. Вам понятно? Например, я у вас могу спросить ялшергама. Понятно ли вам то, о чем я вам рассказываю? Здесь мы видим звук «ш». Обратим на него внимание. И давайте сами себе напомним, что звук «ш» мы с вами запоминаем с помощью слова «олень». Олень на абазинском языке шарах. Ш, шарах, да? Звук «ш» пишется как «ш» в. Ш, шарах. Ялшергама. Вам понятно? Ялшергама. Вам понятно? Прочитали, закрепили? Очень хорошо, молодцы. На этом наше с вами занятие подходит к завершению. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие занятия вы сможете найти на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза-Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза-Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах